Я врач, судебный медицинский эксперт и в большей степени много лет, почти всю свою практику, да, отработала в отделе экспертизы трупов. То есть я тонатолог. В бюро судебно-медицинской экспертизы я устроилась в конце 90-х годов. Тогда еще было старое деревянное здание в районе Залога города Якутска. Но я работаю где-то примерно около 20 лет. Почему я стала судебно-медицинским экспертом? Я хотела вскрывать правду, скажем так. С тех пор, как я устроилась туда работать, первый раз пришла работать, да, прошло очень много лет, но я до сих пор в погоне за истиной. Страх смерти, я думаю, испытывает каждый нормальный человек, потому что мы не только вот вскрытием тел занимаемся, да, мы выезжаем на места происшествия. В первую очередь мы сталкиваемся там место преступления, да, тело человека и горе родственников. И когда я вижу людей на месте преступления, да, по их эмоциям видно, что каждый человек, когда видит вот это место преступления или тело убитого, да, или умершего человека, они испытывают страх и тревогу. И я думаю, что каждый человек наверняка в такие моменты чувствует, ощущает себя на его месте, наверное. Представляет, скажем так, да. Но работая в морге, я приличное время отработала, да, я поняла, что смерть, она может наступить внезапно, совсем неожиданно это бывает, да. Поэтому я научилась ценить жизнь, радоваться ежедневным каким-то вот моментам счастливым, да. Утром проснулся, допустим, солнышко есть, нужно обрадоваться. Иметь ответственность за себя, за свою жизнь, за жизнь своих близких, детей и так далее. Мы находимся в малой прозекторской морга бюро судебно-медицинской экспертизы. Это помещение занимает отдел дежурных оперативных экспертных бригад. Бригада состоит из 25 сотрудников, включает врачей судебно-медицинских экспертов, средний медицинский персонал и санитары. Судебно-медицинская экспертиза трупа начинается с наружного осмотра. Описываются антропометрические данные, вся одежда, наложения, имеющиеся следы крови на одежде, на теле человека, также, значит, накожное повреждение. Далее следует внутреннее исследование. Внутреннее исследование – это вскрытие всех 3 полостей. Каждый орган извлекается и изучается. Иногда мы применяем, значит, лупы, чтобы хорошо рассмотреть, увеличительные стекла и так далее, и так далее. Каждый орган подвергается исследованию. Их сразу в одну кучку не собирают, иногда они разные дни, разные месяцы могут поступить, и назначается, значит, экспертиза. Судебно-медицинский эксперт полностью вот это проводит идентификацию тела, все сопоставляет и отвечает, допустим, на вопрос, принадлежат ли вот части тела, да, одному или нескольким людям. После вскрытия тела умершего изымаются дополнительные биообъекты, которые направляются в наши лаборатории. Это судебно-химическая лаборатория. Туда мы направляем кровь, мочу для определения наличия и количества этилового спирта, также наркотических веществ и лекарственных средств. По нашему рабочему 491 приказу мы изымаем полностью от каждого органа по кусочку. Некоторая часть идет в работу, то есть в вырезку, да, в зависимости от диагноза, судебно-медицинского диагноза, либо остальная часть остается в архиве. Архив у нас в судебно-гистологической лаборатории хранится год. В течение года, если возникают какие-то дополнительные или уточняющие вопросы у следствия, да, они могут назначить дополнительную экспертизу. Тогда с архива поднимаются вот эти кусочки и подвергаются судебно-гистологической экспертизе. Когда человек при жизни получает повреждения, да, там в тканях происходят определенные процессы, поэтому обязательно делается маркировка этих тканей, да, с участка повреждения, допустим, с огнестрельного повреждения, какого-то резаного или какого-то другого, допустим, объекта, да, с кровоизлиянием.
отправляется все это в лабораторию для изучения под микроскопом. И устанавливается давность образования вот данных повреждений, то есть, проще говоря, человек за какое время, определяет, за какое время получил вот это повреждение до наступления смерти. Это инструменты медицинские, они изготовлены из специального материала, да, которые хорошо подвергаются обработке и не подлежат, допустим, коррозии. Да. Ковш для извлечения жидкости, гноя и так далее из полостей органов трупа. Да. Малый секционный анатомический нож, большой ножик. Имеются также множественные ножницы, долото имеется, да, и также вот пинцет. Современные средства полностью уничтожают трупный запах, проводится аэрация, дезинфекция, дезинсекция, текущая уборка, а также генеральная уборка. Точно так же обратно все аккуратно положили, укладывается пол человека, да, и обратно все это зашивается. Запрещено туда класть вообще что-то постороннее, ветошь, тряпки, бумаги, инородные вещества. Просто его органы обратно вкладываются. Это чемодан с тонатокосметикой, представляет разные виды косметики для восстановления первоначального облика. Вот тонатогель, да, называется, для первичного неглубокого бальзамирования. Этим гелем мы обкалываем, допустим, засохшие участки лица, тела, да, для устранения синевы, да, с антибактериальной целью и так далее. Далее у нас имеется кожный нанопротектор. Это как база. На него накладывается тон. Тон у нас, например, нанокрем для лица усопшего разного вида имеются, да, различные оттенки. Помимо разных имеющихся кистей, тоже вот средство, да, жидкое для восстановления структуры кожи. Также имеются средства, которые убирают, допустим, зеленоватый, немножко разложившийся тон. Да. Это у нас мастика резиновая для реконструкции некоторых частей тела. Массажный крем. С помощью такого массажного крема восстанавливается также структура кожи. Это пудра рассыпчатая специальная. Шампунь, корректор, выравнивающий тональный крем, жидкая пудра, тонатопластинат, модифицированный для придания, допустим, округлости или восстановления также для недостающих дефектов тканей и кожи. Акрилат глиномастичный для выравнивания кожи усопшего. Западение, размягчение, некоторые трещины, повреждения, ссадины, кровоподтеки, они все покрываются вот этим средством. Экспресс-корректор полупрозрачный. Блеск для губ усопшего. Обычная декоративная косметика вот для таких целей не подходит совсем. Она трескается, она текет, либо плывет, или вообще не ложится. Тонато-помада, например. Вот просто с виду он какой, как будто вот темный, некрасивый, да? Когда наносится на губы, оно придает естественный цвет. Убирает также синеву. Полная реставрация тела, реконструкция, да, займет очень много времени. Это где-то около десятка часов может быть, в зависимости от какие повреждения там имеются, например. Если там нужно восстановить анатомическое строение человека, недостающие какие-то части тела, да, дефекты, могут быть ткани. Реконструкции вот таких моментов требуется где-то, наверное, 8-10 часов. Для этого используется, вот, допустим, специально имеются какие-то вот пластилиновая масса, но не для лепки, конечно, это тоже тонатологическая. Имеется силикон для восстановления тканей и кожи. Иногда мы, если, допустим, имеется дефект кожного покрова, да, сами вырезаем с другого невидимого участка и восстанавливаем там, имитируем кожу. Клеем тоже специальными клеями. Сверху накладывается тонатокосметика, наносится грим, если по желанию, да, если, допустим, опалены волосы после пожара, да, или чего-то там, допустим, отсутствует, да, по просьбе родственников или по требованию, да, мы можем, допустим, надеть парик, нанести лак на ногти, да, наклеить реснички, вот, допустим, полностью сделать макияж
и потом в таком виде выдается родственникам. Бальзамирование проводится специальными, значит, средствами. Для этого имеется вот жидкость тоже на основе формалина, да, красителей и так далее. Для сохранения тела, для длительной транспортировки, вот груз 200, да, для выдачи родственников, для восстановления, допустим, первоначального облика тела. Ну, мы стараемся все это сделать, допустим, да. После наступления смерти, да, происходит усыхание тканей органов, да, ну вот самые такие, которые губы, кончик носа и так далее, да, ушки могут быть, щеки западают, глаза тоже размягчаются, да. Имеется специальный вот формалин-гель, да, тонатологический. Этим гелем, значит, происходит, мы обкалываем тело, лицо, допустим, человека, да, и лицо человека тоже восстанавливается. Поступает тело ребенка, да, на это невозможно просто посмотреть, видеть это, потому что мы все родители, и мы все нормальные люди, да, и вот чувство сопереживания, жалости, тревоги, вот этой же, да, все это возникает в наших сердцах. Мы не бездушные роботы. Для меня, да, вот гнилостно измененные тела, они, к сожалению, да, когда там утрачивается вот эта структура ткани, да, анатомическое строение и так далее, их исследовать немножко бывает сложновато. Там видоизменяется цвет ткани, да, те повреждения, они утрачивают тоже свои первоначальные размеры. Но судебная медицина – это такая наука, да, которая даже если вот обнаружатся костные останки, да, без мягких тканей, без сухожилий, без внутренних органов, да, могут найти следы орудия, преступления или те или иные повреждения на костном скелете человека. Или могут найти, допустим, в костях или позвонках, или в скелете человека, да, дробь, дробинки и так далее. Я помню, как 2 недели сидела в порту, чтобы улететь в Среднеколымск, исследовать тела, потому что там где-то недавно было, да, года 2-3, может быть, там был страшный дым летом, все самолеты не летали, тела иногда часто зимой бывают, значит, ледяные, замороженные. Замороженные тела мы сами размораживаем, да, подручными средствами и проводим вскрытие. Или вообще голова полностью разрушена, бывает, да, полностью разрушена, или половина головы отсутствует, да. Родственники обычно тоже просят восстановить. Мы восстанавливаем тоже, имеются вот силикон, имеются специальные какие-то вот формы, да, повторяющие форму человека. Помнится, я когда-то выезжала на осмотр места происшествия, где было обнаружено 3 тела, это было тройное убийство. Выехала туда одна, но в составе оперативной группы, да, обычно в таких случаях приходит очень много людей, начальники и так далее. Все задавали свои вопросы, все куда-то звали, что-то показывали, расспрашивали, и было очень сложно всем ответить. Диктовать протоколы сразу, 2 протокола подряд и так далее, и так далее. Я там отработала где-то с 7 вечера до 10 утра была. Я не знаю, сколько это времени заняло, но мы все это сделали. Лично я спасаюсь творчеством. Я человек творческий, поэтому занимаюсь творчеством, рукоделием, рисую и так далее. Но, к сожалению, на это времени совсем не хватает, да, но в те счастливые моменты, когда я сижу за своим творчеством, да, я, можно сказать, улетаю вообще в другой свой мир. И вот морально от всего этого отдыхаю, от работы, от профессии, потому что судебная медицина – это такая наука, это такая работа, да, ею невозможно заниматься полдела. Это просто надо душу туда отдавать, все свои знания, опыт. Это постоянно надо логически думать, рассуждать и работать, работать и работать.